Шахтар, где так вот, основная масса была уделена такому остро-политическому содержанию. Да? И то есть, если мы на наших религиозных собраниях способны говорить о наших политических проблемах, да, то есть это не превращается в такую сплошную религиозную дидактику, а мы говорим о актуальном, да, это значит, все у нас хорошо. Говорят, что вот там есть проблема, не общаются дети, там, да, в семье, люди не учат и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле мы говорили о том, что это о культурном аспекте языка. Культурный аспект языка – это прежде всего потребление того культурного продукта, который на этом языке создается. Там прозвучало про книги и так далее. Книги вот отмирают. Да? Но среди нас есть богатые энтузиасты. Кто-нибудь продюсировал татарский рэп? Да? Я вот никогда не слышал про татарский рэп. Про казахский слышал, а про татарский нет. Но это же вопрос продюсирования. Не то, что кто-то где-то пишет и читает, а насколько это популяризируется. Вы знаете, вы говорили о том, что у нас архаичные сайты. Когда люди интересуются английским языком, им достаточно класснуть клавиши в YouTube и посмотреть простые уроки английского языка для начинающих. Вы заходите туда, вы смотрите там азы грамматики и так далее. Мы сегодня вот обсуждали там какие-то акции, которые возможно было бы провести типа татарского диктанта. И мне говорят, что есть даже русские учителя, которые преподают татарский язык. Ну, давайте создадим, это ведь не сложно и не очень дорого, программу для YouTube, там, курс уроков по татарскому языку. В любом случае это вызовет какое-то внимание. Третий момент, да, заключается, здесь прозвучала на самом деле ключевая фраза, что татарский язык это не вопрос культуры, а вопрос политический. И это очень важно. Говорилось о том, что за 20 лет перевели на французский язык. Действительно, там, да, на момент воцарения Екатерины здесь, может быть, некоторые люди по-немецки понимали. Там, да? После Екатерины уже к Александру Первому все говорили по-французски. Совсем немного лет прошло. Почему? Это, кстати, культурное изменение. Никакой принудиловки в этом вопросе не было. Русский язык оставался государственным. Императрица пусть плохо, но им владела. И тем не менее перешли. Почему? Потому что культурный продукт создавался на французском языке. Главный культурный продукт той эпохи, поэтому его и изучали. Но разве это единственный способ утверждения языка? Пожалуйста, я вам приведу пример. Государство Израиль. Оно возникло в 1947 году, к нашему сожалению, это так, оно возникло. Мы можем его не любить, но не изучать его опыт было бы глупо. Скажите, в 50-х годах какой культурный продукт существовал на иврите? Никакого, кроме некоторого количества старых религиозных книг. Основной продукт среди евреев, потребляемый евреями, большинством евреев, создавался либо на языке идиш немецкого корня, либо на языке ладино испанского корня. Да? Сейчас иврит является как бы языком государственным, языком культуры и вообще нормальным, живым, способным языком. Это что, культурный вопрос? Ничего подобного. Это вопрос политический. Да? И это просто очень яркий пример, потому что я его привел. Да? Что значит для нас татарский язык политический вопрос? Вот смотрите, сегодня прозвучал совершенно правильный резон. То есть отлично, там, да, на вот это дело идут деньги на изучение татарского языка. Идут деньги, закладываются в бюджете. Там, да? А поскольку вы им не пользуетесь, то чем мы вам будем эти деньги давать? Там, да? А поскольку это вопрос политический, не вам решать.
Это Татарстан, национальная республика. И не вам решать. Это не дотационная республика. Это наши деньги. И мы решим, куда их тратить. На какие-то другие блага или на обязательное изучение татарского языка. Это наша тема. Что? Не хотите учить? Не надо. Но поскольку это национальная республика, почему здесь нет закона, что любой чиновник обязан владеть двумя государственными языками, обоими государственными языками? Да? И вот тогда, если вы захотите делать карьеру у нас в Татарстане, вы будете учить оба. Мы ваш русский язык понимаем и говорим на нем. Да? Попробуйте понять и нас. Политический вопрос, это означает принудительно, попробуйте понять. Да? Это должен быть закон о том, что государственный чиновник должен понимать татарина, вне зависимости от того, какой он национальности. И если русский хочет быть государственным чиновником, ну извини, учи. Вот что значит политический вопрос. Что значит вопрос культуры? Ну, вопрос культуры, да, это вопрос по-другому решается. Он решается медленно, плавно, большими усилиями, большими вложениями и, самое главное, большим интеллектуальным и творческим привнесением в эту тему. Да? Но если вопрос будет решен политически, то за ним культура подтянется. Да? За ним культура подтянется. Это никуда не делось. Там, да? И тут очень важно, насколько мы внутри себя, да? Мы внутри себя готовы к сопротивлению. Вы знаете, я хочу вам рассказать одну замечательную историю. Она связана не с татарами, но она очень показательна. В Грузии был великий грузинский писатель сталинской эпохи, лауреат там сталинских премий, вообще там любимец грузин, любимец Грузии Константине Гамсахурди, отец Звяды Гамсахурди. И Константине, он знал, в черне десятки языков, там, да? Но на 6 языках он говорил свободно, с небольшим акцентом, но тем не менее он владел им практически на уровне естественного носителя, естественного первого языка. Это был, помимо его родного грузинского, это был и русский, и французский, и много еще других языков. И поскольку это был такой козырный туз литературы грузинской, он часто встречался с каким-то руководством республиканским, и как-то раз его пригласили к второму секретарю грузинской компартии. Как вы помните, кто постарше, тот, наверное, помнит, что в национальных партиях там первую роль обычно национальный кадр играл, в Узбекистане узбек, в Казахстане казах. Да? А вот на вторых ролях, правая рука, да, что называется, обычно присылали русского. И вот когда он приходил к второму секретарю, он всегда начинал говорить с ним по-грузински. И он говорит: Константине, зачем вы меня троллите? Наверное, он использовал другой глагол, потому что тогда этот глагол был не популярен. Зачем вы меня дразните? Я же знаю, что вы владеете русским, может быть, лучше, чем я. Да? Я думаю, что Гамсахурди действительно владел лучше него русским языком. Но он ему отвечал: знаете, когда я приеду к вам в Москве, я с вами буду говорить по-русски. Но сейчас я дома в Грузии. Прекрасно там, да? Прекрасно. Кто-нибудь из интеллигенции, национальной татарской интеллигенции, кого задел этот языковой вопрос, попытался сопротивляться? Я вот знаю какую-то молодежь, которую это за живое задело, которая, заходя там в магазин, просто в магазин, там, да? В отличие от госчиновника, я не считаю, что там продавщица в магазине обязана уж владеть всеми языками. Там, да? Но даже заходя в магазин, они принципиально отказываются там и кису, там, да? и ничего по-русски. Там, да? И я их понимаю. Это молодежь. А кто-нибудь из национальной интеллигенции попытался отказаться в публичной сфере использовать русский, потому что его обязаны понимать по-татарски, обязаны, потому что это госязык? Кто? Да? Вот это называется политический подход. Это называется политический подход. Да? А за ним вот эта вот культура, да?
то, что вот этот язык, это язык не только общения, но язык создания продукта культурного. Это все подтянется. Подходите к вопросу политически.